Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойер Пирзуда. Слово «электроэнергия» переводится как «действующая сила». В Таджикистане планируется увеличить производство действующей силы до 2030 года в 2,5 раза. Ввод в действие первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции, то есть судьбоносного объекта века и гаранта надежного будущего Таджикистана, является коренным переворотом в истории независимого Таджикистана и большим устойчивым шагом нашей страны в направлении достижения первой национальной стратегической цели – энергетической независимости. За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны увеличилась в объеме 1520 мегаватт. Были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи. С начала строительства Рагунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда самани. Только в 2018 году 3,9 миллиарда самани, а в 2019 году с этой целью намечено направить почти 4 миллиарда самани, что позволит своевременный пуск второго агрегата крупнейшей в регионе гидроэлектростанции. Сейчас продолжается реконструкция гидроэлектростанции Сарбанд на сумму 1,3 миллиарда самани, а в 2019 году начнутся работы по реконструкции Каракумской ГЭС на сумму 1,9 миллиарда самани и первый этап реконструкции Нурекской ГЭС на сумму 3,5 миллиарда самани. После полной реконструкции мощность этих трех электростанций по сравнению с нынешней их реальной мощностью в целом возрастет на 840 мегаватт. Только Рагунская ГЭС позволит, чтобы жизнь Нурекской ГЭС продлилась на столетие. Это означает, что в Нурекское водохранилище из Рагунской ГЭС будет поступать чистая от осадков вода, и Нурекское водохранилище впредь не будет заиливаться. Вдобавок к этому мощность производимой электроэнергии действующих гидроэлектростанций Вахшского каскада увеличится на 4 миллиарда киловатт-часов. В целях дальнейшей устойчивости энергетической системы страны начаты работы по реализации регионального проекта КАСА-1000 общей стоимостью почти 11 миллиардов самани, которые завершатся в 2021 году. Также уже в этом году для эффективной деятельности Рагунской ГЭС сданы в эксплуатацию современное комплектное распределительное устройство, то есть подстанция на сумму 530 миллионов самани, 500-киловольтные линии электропередач в районах республиканского подчинения на сумму почти 750 миллионов самани и 220-киловольтная линия Айни-Рудаки на сумму 250 миллионов самани. В текущем году мы сделали не только устойчивый шаг для достижения энергетической независимости, но и впервые за 27 лет суверенитета нашей страны полностью обеспечили республику электроэнергией в течение 2 последних лет и экспортировали электроэнергию в объеме почти 3 миллиардов киловатт-часов. Наряду с этим правительство страны принимает эффективные меры для дальнейшего реформирования управления сферой разработки новой системы учета затрат на производство, передачу и распределение электроэнергии и внедрения современного механизма учета и сбора денег за использование электроэнергии путем использования электронной системы. Необходимо подчеркнуть, что использование громадных гидроэнергетических мощностей Таджикистана для обеспечения стран региона чистой с экологической точки зрения электроэнергии, одной из основ развития зеленой экономики, может содействовать сокращению выбросов углекислых газов в атмосферу. В настоящее время Таджикистан, согласно оценкам международных организаций, занимает 6-е место в мире по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Наша страна имеет возможность после ввода в действие новых мощностей, в том числе и Рагунской ГЭС, выйти на 2-е или 3-е место в мире по выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Это будет вкладом Таджикистана в решение одной из главных проблем – сокращение выбросов углекислого газа в атмосферное пространство и уменьшение губительных последствий потепления климата. Одновременно с упомянутыми проблемами необходимо проявлять серьезное отношение к вопросам охраны окружающей среды, растительного и животного мира, экологической ситуации и с этой целью добиваться пересмотрения подхода к вопросу усовершенствования законодательства в этой сфере. Ведь охрана окружающей среды в настоящее время является одним из основных факторов привлечения туристов. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. К другим темам.
1 золотую, 5 серебряных и 3 бронзовые медали привезли вундеркинды из Таджикистана со Всемирной олимпиады по ментальной арифметике PAMA Global Mental Arithmetic, которая состоялась в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур. На данной олимпиаде участвовали 800 детей из 25 стран мира. Команда из 9 воспитанников Академии образования «Империя знаний» города Душанбе стали призерами одного из самых престижных олимпиад по ментальной арифметике. 1 золотую, 5 серебряных и 3 бронзовые медали привезли вундеркинды из Таджикистана со Всемирной олимпиады по ментальной арифметике PAMA Global Mental Arithmetic, которая состоялась в столице Малайзии, городе Куала-Лумпуре. На данной олимпиаде участвовали 800 детей из 25 стран мира. 8-летний Павел Куимов стал чемпионом Олимпиады и был единственным победителем среди участников из стран СНГ, показавший такой высокий результат. Я был в Малайзии, я занял чемпиона в группе А. Я еще был на разных олимпиадах. Моя первая олимпиада – региональная олимпиада по ментальной арифметике в Душанбе. Я занял чемпион чемпионов. В среднеазиатской олимпиаде в Киргизии я занял первое место. В Москве я занял 2 первых мест и выиграл флеш-чемпионат первое место. В Душанбе я занял первое место и выиграл флеш-чемпионат. В международной олимпиаде в летнем лагере в Худжанде я занял первое место и выиграл чемпиона. Другие 8 школьников от 7 до 11 лет также показали отличные результаты и стали призерами этих престижных соревнований. Меня зовут Муаммад Юсуф Рустамов. Я занял 3-е место в международной 18-й олимпиаде PAMA Global. И еще в прошлом году я был в олимпиаде в Москве. Я занял оба первых мест. Первое по ментальной арифметике, второе по робототехнике. По робототехнике был главный приз поездка в Барселону. Я занял первое место. Меня зовут Юсуф Джобери. В Малайзии я занял 2-е место в международной олимпиаде. Летом в 2018 году в Худжанде я занял 1-е место. В Душанбе в 2017 году я занял 2-е место в флеш-чемпионате. Меня зовут Назакат Улухбек. Мне 9 лет. Мне посчастливилось стать участницей в мировой олимпиаде PAMA Global Mental Arithmetic 2018, которая проводилась в Малайзии, городе Куала-Лумпур. Я заняла там 2-е место. Мне хотелось бы выразить свою благодарность своим родителям, Академии ментальной арифметики, Империя знаний и, конечно же, сказать огромное спасибо своей учительнице Маниже Ташбалтаевой. Меня зовут Хашимова Ануша, и я участвовала в Олимпиаде по ментальной арифметике. Олимпиада у нас была в Малайзии, и я заняла 2-е место. Меня зовут Нурина Неотбекова, мне 8 лет. Я хожу в ментальную арифметику, и мне нравится считать ментально. У меня 3-е место. В Малайзии очень круто, но у нас в стране лучше. Меня зовут Восколович Богдан. Я с 5 лет занимаюсь ментальной арифметикой и шахматами, и кикбоксингом, плаванием. И мне это все нравится. Я в Куала-Лумпуре занял 2-е место. В прошлом году я был в Худжанде. Я стал абсолютным чемпионом, и на флеш-чемпионате я занял 3-е место. Меня зовут Мустафа Улухбек. Мне 7 лет. Мне посчастливилось стать участником мировой олимпиады в городе Куала-Лумпур. Я там занял 2-е место, и я этим очень горжусь. Мне бы хотелось огромное спасибо сказать Академии ментальной арифметики и особенно нашему директору Веронике Вячеславовне. Меня зовут Угов Матин Меджонович. Я занял 3-е место в Малайзии. Мне понравилось участвовать в международной олимпиаде по ментальной арифметике. В Таджикистане придается серьезное внимание развитию качественного обучения. Создаются благоприятные условия для интеллектуального развития детей. Уровню и качеству образования придается первостепенное значение.
Мы очень рады заботе и вниманию, которое оказывает правительство Республики Таджикистан на всех уровнях подрастающему поколению. В частности, мы хотим выразить большую благодарность правительству Республики Таджикистан, Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, а также Министерству науки и образования Республики Таджикистан за оказанную поддержку нашим детям. В частности, мы хотим выразить большую благодарность посольству Республики Таджикистан в Малайзии за оказанный прием, потому что подобное отношение воспитывает в подрастающем поколении дух патриотизма к нашей стране. Участие в международных олимпиадах не только выявляет и развивает интерес к научным познаниям, но и создает необходимую соревновательную среду, способствующую развитию одаренных детей. А также, участвуя в престижных международных соревнованиях, таджикские школьники доказывают, что в Таджикистане можно получить самое лучшее образование. Зумрат Файзиева, Маруфи Абдулло, Бободжон Собиров, телевидение Таджикистан. Садоводство, как ключевая отрасль сельского хозяйства страны, насыщает внутренний рынок отечественной продукции, повышает экспортный потенциал республики и обеспечивает население рабочими местами. Благоприятные климатические условия страны позволяют увеличить площади садов за счет саженцев высокоурожайных сортов с использованием новых инновационных технологий, тем самым обеспечивая население фруктами и виноградом, а часть из них экспортировать в зарубежные страны. Специалисты отмечают, что при правильном соблюдении агротехнических мероприятий можно добиться высоких урожаев. Какие деревья стоит посадить именно сейчас, узнавала Зумрат Файзиева. Таджикистан является одним из регионов, где можно выращивать самые качественные плодовые культуры, потому что и почва, и климат позволяет для развития садоводства Республики Таджикистан. Специалисты разделяют Таджикистан на 6 зон садоводства, отличающихся климатическими и рельефными особенностями. Для каждой зоны разработаны определенные агротехнические мероприятия, согласно которым необходимо производить посадку и подвой саженцев. Посадку саженцев начинать надо, когда растение уходит в покой. Все листья падают, и растение готово для посадки. И саженцы, и земля должны быть готовы к этому. В условиях Таджикистана 3 основные сроки посадки. Это конец осени, начало зимы, зимнее время, и конец зимы и начало весны. Это 3-й срок. Самый лучший срок является осенний-зимний срок, потому что здесь очень много времени, и можно подготовить почву согласно необходимым требованиям агротехники и посадить необходимые саженцев для закладки новых промышленных садов. А второй срок – это зимнее время, когда температура почвы положительная и температура воздуха выше 80 градусов. Это основной центральный Таджикистан и южный Таджикистан. А в северный Таджикистан и предгорной зоне и горных условиях Таджикистана зимнее время нельзя посадить. А 3-й срок посадки – это весенние посадки, это конец зимы, начало весны. Здесь посадить рекомендуются все субтропические культуры, это гранаты, инжиры, хурма, миндали и другие субтропические культуры, лимоны. А кроме этого, в садоводских зонах, где выше 1500 метров над уровнем моря, там обязательно надо посадить весной. Выбор самих саженцев также имеет большое значение. Отметим, что материал для посадки необходимо брать в лицензионных специализированных питомниках. При покупке саженцев необходимо требовать лицензию, который в лицензии должен отмечать, какой сорт, какой подвой, сколько возраст растения. И фитосанитарное состояние этого растения должен отвечать всем требованиям, которые сегодня требует стандарт для посадки саженцев. Кроме этого, один из правил посадки саженцев необходимо, при правильной посадке саженцев, необходимо перед посадкой проверить самой саженцев. Оно, какое состояние имеет фитосанитарное состояние, корневая система, на самом деле, здоровье или там какой-нибудь недостатки имеет, какие-то болезни, удалить это места, где имеет различные болезни или там, которые мешают для посадки. Я имею в виду длинные корни надо укоротить. А кроме этого, надо обязательно видеть, растения привитые или не привитые. Место привитые отличает от места не привитые растения. Оно отличает по цвету, по морфологическим признакам. Поэтому при подборе сортов необходимо, должны знать, чтобы это сортовой саженец привитый и отвечающий фитосанитарное состояние.
Кроме этого, надо при подборе и закладке садов необходимо подбирать сортов и пород плодовых культур согласно садоводческой зоне Таджикистана. Тогда мы создаем хорошие промышленные сады, которые обеспечивают и внутренний рынок, и внешний рынок. Мы продолжаем наш выпуск. Число пострадавших при столкновении двух поездов в столице ЮАР увеличилось до 604 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Неизвестный мужчина совершил нападение в одной из начальных школ Пекина. 20 детей ранены, 3 из них в тяжелом состоянии. Полиция задержала подозреваемого на месте нападения. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Число пострадавших при столкновении двух поездов в столице ЮАР увеличилось до 604 человек, погибли 3 человека. Об этом сообщил глава столичного округа Цвани, который отметил в своем твиттере, что сегодня грустный день Цвани после того, как 2 поезда столкнулись, в результате чего 3 человека погибли и 604 пассажира пострадали. Глава округа выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее служба неотложной помощи ЮАР сообщила о 3 погибших, найденных на месте трагедии с травмами, несовместимыми с жизнью. Также служба заявила о 200 пострадавших, которые некоторые из них находятся в критическом состоянии. Неизвестный мужчина совершил нападение в одной из начальных школ Пекина. 20 детей ранены. По предварительным данным, в общей сложности пострадали 20 детей. Школьников уже госпитализировали. 3 из них в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы их жизни нет. Полиция задержала подозреваемого на месте нападения. Чем был вооружен мужчина и каковы были его мотивы, пока не сообщается. Жертвами вируса свиного гриппа в Грузии за последний месяц стали 13 человек. Все крупные клиники страны объявили карантин. Умерли 13 человек, лабораторно подтверждено 10 смертей. По некоторым данным, медучреждения работают в чрезвычайном режиме. Минздрав страны сообщают, что основными причинами летального исхода являются хронические заболевания пациентов или несвоевременное обращение к врачам. Пользователи соцсетей в Грузии жалуются на то, что бригады скорой помощи либо опаздывают на несколько часов, либо вовсе не приезжают на вызов. И еще одной причиной для паники стал дефицит одного из популярных противовирусных лекарств в аптеках страны. Родители школьников требуют от властей продлить зимние каникулы и объявить в школах карантин. В Тихом океане дрейфует большое судно, на котором находятся почти 4000 новых автомобилей Nissan. В конце декабря 2018 года на корабле Sincerity Ice длиной около 200 метров произошел крупный пожар. Тогда 16 моряков удалось спасти. 4 из них были обнаружены без признаков жизни. Одного до сих пор ищут. Экипаж покинул корабль, всего 21 человек. Теперь судно находится в свободном плавании. По данным радаров, оно просто идет по течению. Японский автоконцерн, которому принадлежит дорогостоящее авто, сообщил, что ему ничего не известно о состоянии своей продукции. Когда и куда корабль пришвартуется, пока неизвестно. В связи с обильными осадками в горных районах Таджикистана были зафиксированы камнепады, оползни и сход снежных лавин. В связи с этим работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан убедительно просят население воздержаться от поездов и походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. По сведениям специалистов по гидрометеорологии и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, на территориях Дарвазского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской автономной области, а также Сангворского района в Лахше, Файзабаде и других горных районах выпал обильный снег и были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин. В связи с этим работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просят население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана сохраняется опасность хода лавин, оползней и камнепадов. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Сангвор, Харок и Ишкашим. Для расчистки автодорог дорожными службами Министерства транспорта была выделена спецтехника, которая ведет работу по ликвидации стихийного бедствия. Для обеспечения безопасности водителей на зимней трассе и оказания экстренной помощи внешне
внештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или каких-либо несчастных случаев на автодорогах граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!